Друзья, в этот замечательный солнечный воскресный день мы с вами приехали в гости к моему другу, создателю замечательного уникального тренажера Чик-Пчал, Егору Кирсанову. Вот его доченька, Кирсада. Привет! А машина ручкой? Вот они сегодня с дочкой дома сидят. В общем, давно мы хотели с Егором снять сюжет, рассказать еще раз про правила. У меня уже был ролик, но он снят был год или два назад. Но с тех пор много чего изменилось, модернизировалось. Здравствуйте, меня зовут Егор Кирсанов. Я один из разработчиков вот этого нашего варианта правила. Мы вот со своим другом Николаем Байшиным в свое время построили вот такой аппарат на основе. У нас изначально был белорусский аппарат, который был, тянул тросами спереди, сзади как бы только цепь была. Но мы решили ее модернизировать именно под свои хотелки. Любой тренажер рождается как ребенок. Мы просто изначально назвали Чик-Пчал, это как бы пик, вершина. В эту раму внедрили несколько тренажеров. Вертушку, вертикализатор, простое правило. И сделали, чтобы она тянула со всех сторон. Мы сюда внедрили всю нашу мировоззрение, нашу веру. Верхний мир, средний мир, нижний мир, именно и окрас тоже. И везде, она отвечает именно золотому сечению, 618. И когда человека тоже, поднимаем, он получается, отпусти, именно его слабости, и опусти ему силу, силу, мощь, именно здоровье, Это не работа, это даже не судьба, это как бы наше призвание, наша миссия, на мой взгляд, Состояние души, это все это вместе, это наша жизнь, мы как бы этим дышим. С кем мы занимаемся, мы занимаемся с ним как со своим отцом, матерью, братом, с сестрой, со своими детьми. И мы радуемся тому, что результатом, которые люди отсюда получаются, у них получается, они меняют не только себя, именно свое физическое состояние, именно свою жизнь. И вот это для нас самое главное. За это время у нас мы воспитали не только чемпионов республики, России, мира, но и то, что наши дети, которые тут занимаются, закончили школу с золотыми медалями, у них такие хорошие достижения, многие женщины, которые раньше не могли родить, родили, это самое главное для нас, эта жизнь, подарок, и то, что люди к нам приходят, и говорят, что именно у них жизнь поменялась, именно то, что это, если раньше была дом, работа, дети, а сейчас у них есть какая-то избыточная энергия, которая мы тут, мы работаем всегда, не только как бы улучшаем физическое состояние, но и открываем, именно чакры, чакры, у нас чакрас называется, Из-за этого у человека появляется новая энергия, которую они уже могут посвятить чему-то, не только дому, работе, но и каким-то достижениям. Они могут уже читать книги, заняться какими-то новыми занятиями. К нам человек приходит, мы из него смотрим как алмаз, и мы сделаем из него бриллиант. Стараемся разбудить в нем не только мышцы, но сухожилия, связки, укрепляем, делаем настройку, как благословение, как человека благословляем, чтобы открылись все чакры, которые, и из-за этого, у него получается, во всех аспектах жизни, новые достижения. Это самое главное, я думаю, не только физическое состояние, но физическое состояние одно из составляющих этого, на наш взгляд. Вот так. С лета пытались встретиться, что-нибудь поснимать, даже в горы ездили. Но Егор был настолько увлечен нашей безопасностью, что ему было не до разговоров. Ура! Фу.
нас у каждого автомобиль надо как-то в чем-то хранить. Вот Егор приобрел гараж металлический, но он утепленный. Да? Веранда, смотрите, как здорово вообще. Ну, зимой тут, наверное, холодновато, зато здесь будет храниться мясо. Сейчас деревень, наступает ноябрь, забой. И все с нетерпением в городе ждут, когда привезут родственники. Давайте посмотрим, что представляет из себя мобильная котельная. Вы для нее вы домик построили специально? Заказали. Просто вот корпус, да, а так остальное сами поставили. Ну, печь этот, как это? Ну, котел газовый, да? У вас же газ здесь проведен. Да. Ага, и уже через это, да, вот, отопление вот туда пошло. А тут у нас как бы вода будет здесь, да? В следующем году, может, вторую емкость поставим. Бочка, да, чтобы. Ну, вот. А септик вы еще не сделали? Пока еще нет. Ну, в следующем году, что вы спешите? Это же расходы еще. Да. Если не секрет, сколько вот это обходится вот так вот газифицировать вот это все? Газифицировать? О, только отопление у нас 300 тысяч стоит. Вот это, да, 150 не будет, наверное. Но есть какое-то возмещение социальное, да? Как многодетного, что-то есть. Ну, все, Здорово. Теперь в доме тепло. А в гараже тепло тоже? В гараже тоже тепло, О, ну, 0 градусов. 0 градусов. 0. Вот. Это то, что надо. Ну, 0,45 киловатт. 0,45 киловатт это одна. Пока обходимся. Хватает. А так там еще две. Ну это когда сейчас у нас морозов сильных нету, да, пока, да, еще, пока, можно сказать, осень. Да, пока Всё вот здесь. эти не включили, да, ну когда минус 40 будет, наверное, включим. Это у вас аналог рафчика? Да, аналог рафчика, Лангвард. Лангвард, да. А сами все делали? Вы же купили металлический? Мы купили таким же. Уже готов был? Ага, готовым. Ага, ладно. Слава богу, попался очень хороший человек. Прямо. Спасибо хорошему человеку. Да. Вот это прямо открывается идеально. Ну, гала же. Гала это когда мороз так, как радуга? Да, бывает. Летом тоже бывает. Ну давай поедем туда. И там, наверное, полностью выйдет. Если мы туда. Давайте. Выйдем. Мы решили поехать на пикничок в красивое место. Там посидеть, пообщаться. Едем на Чучур-Муран. Вот же у вас вообще рядом сопки эти. Морозная радуга. Так можно назвать ее? Не совсем, а летом тоже бывает. Солнечная гала называется. Вот это шикарный вид на город. О, красота. Прогуляемся, да? Ага. Машину, наверное, это. Надо это. Не замерзнет. Да, заглушу, конечно, не так сложно. Ага. Заглушите сюда так. Оказывается, не так это просто. Игорь. О, привет. Я пока съемкой не поздоровался, просто поснимаю вас. Привет, привет. Как дела? Случайная, не случайная Ну, встреча, да? Привет. как неожиданно залезть вот так вот. Давай, угощусь. А вы оттуда пришли, да? Ты все не угомонишься, да? В горы далеко ездить, да? Очень далеко. Давно не ездила? Да, давно вообще скучаю. Настя, ты где была? Покорила ты Эверест? Нет, еще не была. Эльбрус? Давно. Ну, была ты, да? Я там? здесь была. Где это? Что тут написано? Смотри. Энин пик. Ленин. Пик Ленина. О, какой чай у вас вкусный, спасибо. Подругу представь, это Настя вот. Это Уля, Уля, знаешь. Оля, да? Да. Мы на Илонке были. Ну. Привет. Забываю всех, знакомлюсь, забываю, знакомлюсь, забываю. Да. А так мы Вообще везде. сообщество Вот по альпинистов. Ленинскому столбу поедешь, сразу Игорь тоже гуляет. Сюда поднимешься, тоже Игорь гуляет. А вы блог снимаете, да? Да. У Вы нас попали в наш блог, ничего? А, да, ничего страшного. А это кто? Это Егор Кирсанов, знакомьтесь. Главный герой. Создатель
уникального тренажера Чипчал, правила. Да? Наш Серджит. Егор Серджит, который, да? Да, знакомьтесь. Я с вами видела. На, будете оладьи? Да? Будем. Сейчас надо покормить. Как раз мы не взяли с собой. Или уже? Всегда есть что-то интересное. Радугу снял? Ага. Иногда огонь жгут, тоже ритуал проводит. Вот тоже ритуальный камень. Bu manda böyle blokları zajimlere bular bu упражнение bu hajjar ka. Manulangın tölügü ta. Kandagara nyetbe kandagara to böyle. Tımırtka bular hajjar. Ocha bidde kandagara mikro макро элементler bu. У нас занимаются не только парни, да, но и девушки, там, дети, да, пожилые люди. И сегодня у нас вот Сарглана, да, тоже одна из лучших, да, наших. Бутовна каячуте. Чик. Посмотрите, как лучше разминаться, тоже будет полезно для тебе. Помимо суставной гимнастики, которую она сделала, да, помимо силовой разминки, да, полностью все мышцы, сухожилия, связки, да, суставы надо проработать, прогреть хорошенько, да, чтобы случайно не получить травму. По первости мы вот так спускаясь делаем, ага. Это она уже как бы у нее уже спина, да, вот эти мышечные корсет спины полностью работают, из-за этого вот она может вот. Есть ребята у нас, которые по 300, по 400 раз делают. За один подход-то 100 раз могут подняться. Вот она полностью тоже, после силовых-то она вытягивает полностью, расслабляет немножко, можно сказать. Нужно постоянно себя слушать, прямо каждый квадратный сантиметр своего тела. Многие думают, что она просто лежит, а она не просто лежит, а она прямо готовится. Именно настраивается, да. Но вот этот шлем, да, он чем лучше, да. Он полностью облегает, она намного лучше, чем вот. Есть марлевые, да, тканевые. Не только руки, ноги, да, но и позвоночник. Именно в мышцах шеи очень много именно мышц, сухожилий, связок, да, нервов, да, сосудов, именно кровеносных, да, которых тоже надо правлять. Ну, тренажер правила слово править. Позвоночник должен работать именно не только вот так, да, в одной плоскости, да, но и вот так. Посмотри, вот как она делает, да. Полностью все должно двигаться. Не должно остаться никаких-то там, именно все чакры, да, как бы должны проработаться. Никаких зажимов, никаких этих-то блоков не должно остаться. Только тогда полностью как бы энергия, да, извне поступает именно в тело человека. Вот она постоянно вот себя слушает, управляет, да, именно что-то находит в себе, да, какие-то блоки, зажимы, да, вот она убирает вот именно вот эти. Ну, про это ты знаешь, где мы для того, чтобы именно вот внутренние органы ставить на место, и тут себя, свой позвоночный столб ты именно за счет, за счет собственного веса отправляешь. И какие-то элементы, да, ну, очень тяжелые элементы, да, которые, ну, транспортная система через кровеносную систему, да, доставляешь себе, ну, мозги, там, глаза, там, уши, да, именно какие-то нейронные связи, да, восстанавливаются. Это сначала она включила все мышцы, да, которые должны работать именно в этом упражнении, да, потом только начала вот это упражнение. Она уже, она, просто ее организм готов так к этому, да, упражнению, да, поэтому она вот может туда подняться. По первости это очень сложно. Она все-таки работает иногда как представитель тайзи-цюань. У каждого есть свои какие-то индивидуальные особенности, да. Я работаю как, ну, таежник, наверное, больше как проводник, как таежник, да. Я прорабатываю те мышцы, которые мне нужны именно в тайге. В тайге, в горах, да. Вот они чуть-чуть другие. Каждый все-таки, да, ну, работает по своим индивидуальным, ну, хотелкам, можно сказать, да.
прорабатывает каждый сустав, да, особенно вот тазобедренные, да, плечевые суставы, включая спину, да. Прямо каждый позвонок, не просто позвоночник, да. Вот посмотри, как она работает, да. Вот она как работает именно не только с поясничным отделом, да, но и с пояснично-крестцовым отделом тоже. Вот так должен работать Эркин-сан. Да? Вот до какого уровня дошли, да, вот именно второе поколение, наверное, наших воспитанников. Все-таки ты, Эркин, был из первого поколения. Она перестанет двигаться только тогда, когда почувствует, что она все доработала. Их стали называть именно даосскими вениками, да. Когда мы начинали, да, они назывались именно тибетские массажные вибрационные веники. Между собой в шутку мы называем чипчал тренажером для ленивых, потому что тут прорабатываются все мышцы. И, например, в тренажерный зал тебе надо ходить, чтобы проработать все мышцы неделю, да? А тут за одно занятие ты прорабатываешь все тело. Я научилась слушать свое тело. И когда надо, включать определенные мышцы. Чипчал мне помог не только проработать физическую форму, да, но и духовно. Без, например, Егора этот тренажер, я думаю, не работал бы так хорошо. Это у нас Иннокентий, да, один из лучших наших воспитанников, да, из второго поколения, скорее всего. Он многому, ну, нас тоже очень многому научил, да. Он раньше, ну, так сильно не занимался спортом, да, но благодаря, наверное, этому, да, у него нету боязни вот именно травм, да, каких-то этих, да, поэтому, наверное, он прямо это без страха, да, без упрека, да, прямо очень хорошо достиг очень хороших результатов. У него своеобразная тоже техника подъемов, да, ну, очень тоже. Именно энергозатратная у него, да, но тоже очень эффективная. 6, 7. Боковое вытяжение, ну, называем натяжение или вытяжение, да. Но тут именно убираются какие-то блоки, именно вот грудные блоки, да, вот эти блоки, да. Сразу к этому упражнению не допускаем. Обычно готовим его суставы, сухожилия, связки, да, именно подводим к этому упражнению. Человек должен достаточно обладать именно данными, да, чтобы делать вот это упражнение. Сейчас на растяжку пойдем, чемпионы оба, Иннокентий и Жанна. Дольше всех, выше всех, они вот поднимаются. Как халал. Так, ага. Сейчас справку покажем. Кажется, что легко и просто. Пока сами не попробуете. Это все равно покажется, что так легко крутиться. Вот Егор молодец, придумал уникальный тренажер. Ну, с Колей. С Николаем, да? С Николаем. Прям для меня как будто специально заказ. Так, что надо сделать? Пампин насим Чуть-чуть, да? Ага, вот тут там тоже крадок, да? Начинается правка, это, ну, наверное, как финишное упражнение, да, но именно в этом вроде бы такое, да, самое простое, да, но она одно из самых, как бы, нужных, да, главных упражнений, наверное. Все вот эти упражнения ради вот этого. Вот человек вроде бы висит, да, а на самом деле он все равно работает, да, очень интенсивно, очень хорошо, да, все у него прорабатывается. Ну вот он 10 минут спокойно может висеть. Не, вот ну вначале я максимум, наверное, секунд 5 висел. Поэтому здесь, наверное, больше даже не физика, а психика. На концентрацию, на сосредоточенность. Поэтому со стороны кажется, что просто висишь. На самом деле это не просто так. Результат очень долгой работы над своим телом, над связками, сухожилиями, да, с каждым суставом. Все должно быть идеально, все мышцы должны работать. Не только внешние, да, но и внутренние мышцы. Только за счет этого, да, вот человек может вот так подняться, да, и удерживать прямо в одной конечности до, ну, до нескольких, до тонны, да, вес или даже больше. Здесь, наверное, вот непонятная и незаметная вещь – это вот мыслительные процессы.
именно мыслительные. Мышление, там, вот эта концентрация, да, то есть умение там, мне кажется, в какой-то степени может даже воспитывать, может быть, характер и так далее. Поэтому, ну, здесь, как говорит Егор, ну, комплексно, ну, как бы действует на все, наверное. Рад был увидеться, давайте. Ждем влог. Хорошей вам дороги. Пока, да. Альпинисты везде найдут друг друга. Вот Настя вообще молодец, по горам ходит по разным. Ну, Уля, наверное, тоже. Ну, а мы сейчас будем устраивать пикничок. Небольшой, посидим у костра, пообщаемся. Обычно вот так готовлю. Да? Прямо это не просто так рублю, да? С благословением, да? Сюда положите сразу, она влагу впитывает, да? Поэтому должно быть сухой. Да? Так, спеша вот так. Обычно делаю. Пересты нету, да? Когда этой бумаги нету, да? Обычно вот так мы зажигаем. Да? Знаешь этот метод же, да? А вы тоже руну делаете, да, на длине костра? Ну и бывает, да, бывает. А когда вот благословление делаем, да? Каждый вот это благословляет. Постоянно разговаривает с огнем. Мысленно, да. Физически, да. Как бы сознанием и подсознанием тоже. Все, как говорится, со смыслом делаю. Не абы как, да? Тут как бы мелочи нету, Игорь. Ну, сегодня как бы у нас спонтанно, да? Но мы взяли столько, сколько мы сегодня будем. Ну, сколько мы будем сидеть. И не меньше, и не больше. Ну, примерно так. Все, как? Посидим? Супер, да, давайте. Я же сам с этого же, с Улуса, да, с района, да. Поэтому вот, ну, редко приезжал, да, но как бы школу закончил. И первое, что я сделал, да, поднялся вот сюда, куда мы сейчас поднимались, да, Чочурмаран, да. Потому что, ну, все сказания, да, вся история, да, именно у нас, нашего народа, ну, очень много тесно связано вот с Чочурмараном. И всегда вот так мечтал сидеть рядом с костром, да. Ну, обычно там мы делаем обряды, огонь как бы всегда для нас означает тонкий мир. Ну, даже свеча открывает тонкий мир. И мы, если что-то хотим связаться с божествами, с предками, ну, даже с духами этой местности, да, мы зажигаем огонь. И мы уже вместе с ними сливаемся. И начинается диалог, разговор, да, не только с самим собой, да, или с огнем, а с всем тем, что нас окружает, включая и верхний мир, и средний мир, и нижний мир. В Аланхода написано, что мы из 35 вот первых наций, одними из них был наш народ, Аяймага, да, Кюнулуга, Джона Сакамукти. И он говорит, что это мы напрямую связаны с божествами, да, мы их дети, да, мы часть вот этого мира, да, и верхнего, да, и нижнего, да, и среднего мира. И нас послали сюда с надеждой, что мы принесем в этот мир, да, ну, мир, как говорится, чтобы не было войн, чтобы не было расприй, не было ссор между этими народами. Огонь для нас означает Эгед, это наш дедушка. Халлан — это небо, это наш отец. Земля — это матушка, да, Сирия. А воду мы всегда зовем бабушкой, Эбядивти. Чем выше мы поднимаемся, вот Чочурмаран, да, и горы тоже, тем ты ближе к божествам. И некоторые обряды мы делаем именно в горах. Мой род, а мои предки. Все означает значение вот этого обряда, наверное. Даже тут-то иногда же мы делаем вылазки с палаткой, да. Зажигаешь печку, ты внутри палатки, я чувствую себя дома, там в горах. Нынешнее поколение отходит от природы. Надеюсь, что со временем все равно хотя бы мои потомки все-таки будут очень тесно связаны с природой. Там все за правду. И в последнее время вот я смотрю, да, вот тот же искусственный интеллект, цифровизация, развитие интернета, оно портит народ, человечество, да. И со временем те люди, которые будут думать, да, без
Википедии, да, они будут очень ценными людьми, которые будут решать будущее человечества. У нас есть памятник на Орджоникидзе, вот человек, который пилит сук, на котором сидит. Я думаю, это один из тех памятников, которыми идет человечество. В последнее время очень быстро мы разрушаем свою природу, да, именно свой мир. И рано или поздно, да, вот этот мир, который создала природа, наверное, как-то ответить человечеству. Добываем ресурсы, да, земли, которые вряд ли восполнятся в будущем. И это мы разрушаем землю, которую нам дали, нам подарили. Мы просто тут родились, да, а мы должны были беречь, да, а мы вместо этого, да, разрушаем.